14 апреля средневзвешенный курс таджикского сомони к доллару США составил 10,91 сомони к $1. Курс сомони к рублю составил 0,13 сомони за 1 рубль. Курс сомони к евро составил 12,05 сомони за 1 евро. Средние курсы продажи наличной иностранной валюты в кредитных организациях Таджикистана составляет 1 доллар США от 10,91-35 до 10,94 сомони, 1 евро от 12,05-83 до 12,20 сомони, 1 российский рубль от 0,1335 до 0,1365 сомони. Мировые цены на нефть растут в пятницу утром после снижения днем ранее более чем на 1%. Покупатели контролируют ситуацию. Цена на нефть марки Brent составила $86.47 за баррель, марки ВТИ $82.59 за баррель. Стоимость золота символически растет в пятницу утром, чему может способствовать некоторое снижение доходности гособлигаций США и составляет $2056.35 за тройскую унцию. Соотношение государственного долга Таджикистана к ВВП снизился к 1 января 2023 года до 33,3% с 50% в начале 2020 года. Об этом говорится в последнем докладе Всемирного банка о перспективах мировой экономики. Экономисты данной организации ожидают, что по итогам текущего года данный показатель составит 33,9% и вернется на нынешний уровень только к концу 2025 года. Таджикистан подвержен высокому риску долгового кризиса, в основном из-за еврооблигаций и механизма быстрого кредитования МВФ, отмечается в докладе. Между тем, в обзоре Евразийского банка развития отмечается, что соотношение госдолга Таджикистана к ВВП на 1 января текущего года снизился до 28,5%. В нем говорится, что более низкий уровень госдолга к ВВП среди всех стран-членов ЕАБР только у России – 15,1% и Казахстана – 24,4%. Скорее всего, под показателем 28,5% аналитики ЕАБР подразумевали соотношение внешнего долга Таджикистана к ВВП, а не госдолга в целом. В структуру госдолга, кроме внешнего долга, также входит и внутренний госдолг. По данным Минфина Таджикистана, внешний долг республики на 1 января этого года составил 3 миллиарда 288,3 миллиона долларов, что равняется 28,5% ВВП. В Душанбе в государственном комплексе Кохи-Барбат 4-7 мая состоится международная универсальная выставка «Ярмарка Таджикистан-2023», сообщили в Торгово-промышленной палате Республики Таджикистан, которая является организатором выставки. Целью выставки является продвижение продукции отечественных производителей, а также налаживание и расширение деловых связей между зарубежными и местными компаниями на площадке выставки и бизнес-форума, отметили в ТПП. В мероприятии примут участие представители компаний из Таджикистана, Малайзии, Ирана, Турции, Казахстана, России, Узбекистана и Белоруссии. Уровень инфляции в Таджикистане в марте текущего года составил 0,9%. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка страны. Это равняется совокупному уровню инфляции предыдущих месяцев 0,5% в январе и 0,4% в феврале. По данным НБТ, годовая инфляция с марта 2022 года до конца марта 2023 года составила 3,6%. Целевой уровень инфляции Нацбанка в 2023 году остается в пределах 6%, как и за последние несколько лет. В недавнем докладе Всемирного банка о перспективе мировой экономики говорится, что инфляция в Таджикистане в 2023 году будет постепенно снижаться и останется в пределах целевого диапазона НБТ 4,8%, чему будет способствовать жесткая денежно-кредитная политика. Авторы доклада ожидают, что внешнее положение нормализуется после пика в 2022 году. Снижение мирового спроса ослабит экспорт драгоценных металлов и полезных ископаемых из Таджикистана, полагают аналитики Всемирного банка. Они прогнозируют инфляцию по итогам 2023 года на уровне 5,6%, а в следующие 2 года по 6,5%.
Возможности привлечения китайского финансирования для строительства и реконструкции оставшихся участков автодороги Душанбе и Кульма обсуждены в минувшую среду на встрече министра транспорта Таджикистана Азима Ибрагима с официальными лицами и предпринимателями города Кашгар. Об этом сообщает транспортное ведомство Республики Таджикистан. Речь идет о строительстве и реконструкции участков дороги общей протяженностью 296 километров. В целом протяженность автодороги Душанбе-Кульма по данным Минтрасса Республики Таджикистан составляет 1008 километров. Была достигнута договоренность о подписании в ближайшее время официального документа по данному вопросу, говорится в сообщении. Азим Ибрагим в ходе встречи отметил, что благодаря безвозмездной финансовой помощи правительства Китая в $200 миллионов в минувшем году началась реализация проекта по строительству и реабилитации участка Калай-Хум-Ванч, граница Рушана данной дороги.